Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Якутский городской благотворительный фонд «Победа» начал сбор средств для жителей столицы республики, призванных в рамках частичной мобилизации добровольцев, а также членов их семей. О городском благотворительном фонде и его работе расскажет гость в студии Николай Тряпша, председатель Совета ветеранов города Якутска. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите о благотворительном фонде «Победа», когда его создали и каковы его основные задачи. Благотворительный фонд «Победа» создан и практически приступил к работе 1 ноября 2002 года. До этого у нас каждый юбилейный год, это 65-я годовщина, 70-я, 75-я годовщина, каждые 5 лет мы преобразовали фонд, называли его «Фонд Победы». У нас, так сказать, преемник был «Фонд Победы 75». По инициативе главы города фонд «Победа» он поддерживал ветеранов, первых это участников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, участников спецопераций. И сейчас вот как бы создан фонд, и назвался он «Победа», объединил и делает упор на участников СВО и членов семей. Фонд уже работает почти 6-й месяц, и на данный момент фонд составляет уже около 41 миллиона, то есть, если точнее, 40 миллионов 895 тысяч рублей собрано. Ну, цифра вроде бы неплохая, но как вы считаете, как идет сбор денежных средств, активны ли вообще горожане? Хочу сказать, что фонд «Победы» у нас, каждое большое предприятие поддерживает своих бывших работников, да, ребята, которые находятся в СВО. Но, тем не менее, я считаю, что фонд, он необходим именно для города. Какие цели и задачи? Ну, хочу сказать вообще, как можно обратиться в фонд. Порядок такой. Курашова 4/1 – это Центр поддержки семей военнослужащих. Заявление поступает туда, и на данный момент, вот на сегодня, поступило более 130 заявлений именно на фонд. Заявления, почему сказать, их вроде бы мало. Но это заявление не только от одного человека, есть групповые заявления. И вот, как говорится, изначально, чем мы вообще занимаемся, и получается вот заявление, то есть мы рассматриваем, получается, уже рассмотрели 98 позиций в фонде. 98 позиций, вы понимаете, почти 100 позиций, которые фонд оказал уже помощь адресно. Было, вот я вот вспоминаю, начальное было групповое письмо от наших военнослужащих, которые нуждались в автомобиле. И это надо было делать моментально и быстро. Мы рассмотрели заявление и выделили определенную сумму. Ну, сумма небольшая, это было в районе 300 тысяч. И, соответственно, они приобрели автомобиль. На этом не закончилось. И еще было такое обращение. И в феврале месяце глава города Евгений Николаевич, соответственно, не один он, там их было еще 5 человек, были закуплены автомобили. Вот, получается, в феврале, в марте. И на данный момент уже мы купили 11 автомобилей, которые действительно необходимы. И уже пошла информация, что одна из машин, а может быть не только одна из машин, спасла жизни наших ребят. Ну, это же показывает эффективность помощи. Это очень эффективно, да, и упор, ну, наши якутяне славятся, что, ну, как снайперы. И необходимо, особенно кто находится на первой линии, нужны глаза, особенно ночью, в ночное время. И вот на данный момент мы почти уже закупили около 60 прицелов для ночного, так сказать, наблюдения и ведения огня. Также, ну, квадрокоптеров немножко поменьше, но, тем не менее, заявки, они идут такие, сказать, жирные, очень требуют больших финансовых средств, но, тем не менее. Но самое главное – это доставка. То есть, получается, поступило заявление, пишут мамы, пишут жены, пишут сестры.
то, что необходимо нашим ребятам. Ну, я говорю, хочу сказать, от всего. От обуви, экипировки, спальников, тепловых пушек, бензопил. Ну, вот я говорю, 98 наименований всего. Хочу сказать, что вот и по наполнению фонда, и хочу выразить слова благодарности, не хочу так выделять, но хочу сказать, что окружная администрация, департаменты, управление окружной администрации и школы, детские сады, получается, не только директора, руководители, все сотрудники, работники, хочу выразить всем слова благодарности за вот наполнение. Вот это, получается, вот эти вот по 12 учреждения собрали 25 миллионов. Потом у нас общество с ограниченной ответственностью, также вот тоже неплохо у нас выделили нам денег, более 14 миллионов. Ну, давайте теперь расскажем нашим телезрителям, как можно помочь фонду, куда направлять средства. Ну, у нас, я как уже сказал, фонд был 75-й годовщины, сейчас он фонд Победы, реквизиты остались, мы переорганизовались, то есть получается у нас два банка, с которыми мы работаем, и можно перечислить деньги на фонд. Я думаю, вы покажете это. Мы работаем со Сбербанком. Прямо сейчас реквизиты на экранах. Наши телезрители можете увидеть. Ну, получается, Сбербанк и Алмаз-Эргенбанк. Пожалуйста, можно будет перечислять деньги на фонд. На основании чего формируется список вещей, вот, необходимых нашим военнослужащим? Только заявления или еще какие-то есть, может быть, возможности? Там очень-очень много, так сказать, вот, да, вот заявления идут, рассматриваем, спорим. В президиуме фонда находится мой, получается, председатель Октябрьского округа, то есть ветеран, участник боевых действий, предприниматель, руководитель социальной защиты города, то есть представлены все, и, соответственно, такого не бывает, что мы вот как-то кого-то выделяем или кому-то пытаемся отказать. У всех свое мнение, но мы сходимся в определенном, ну и, соответственно, сейчас вот мы будем рассылать письма с поддержкой. И хочу сказать, что сейчас заявление увеличилось больше. Почему? Потому что наши ребята едут в отпуска. И буквально вот приезжает, время очень мало, пока доберется, пока уже надо возвращаться. И, соответственно, срочно нужны или вот, так сказать, прицел, или что-то другое. Действительно, что необходимо на том участке, где он, соответственно, проходит свою службу. Ну, то есть бойцы сами приезжают, например, сами в отпуск, приезжают, пишут заявление. Да, и, видите, конечно, здесь удобно отдать ему в руки, и, соответственно, он уже едет и по назначению. Получается, вот в феврале и в марте месяце глава города Евгений Николаевич Григорьев, он сам доставил, вот, получается, первая партия 5, и потом 6 машин. Соответственно, машины, они были все с, так сказать, с тем необходимым имуществом, которое просили наши ребята. Ну и, соответственно, направления по направлениям, соответственно, вот Херсонская, Запорожская, то есть мы понимаем, о чем идет разговор. А вот какую помощь фонд оказывает членам семей военнослужащих, участников специальной военной операции? Спасибо за вопрос. И получается, постоянно мы, да, вот, спорим, но спорим, получается, у всех одно мнение, что мы обязательно должны оказывать помощь семьям. В чем это выражается? И хочу сказать, что вот материальной поддержки фонд оказал уже на сумму более 4,5 миллионов рублей. Это вот по заявлению минимальная, так сказать, помощь, это получается от фонда может получить заявитель от 30 тысяч и больше. То есть вот минимальная сумма 30 тысяч рублей. Хочу сказать, что да, год от года разный, и в этом году очень много снега. Получается, я знаю, что членам семей очень помогает хорошо управа города, но, тем не менее, за бесплатно ничто не делается. И буквально 3 недели назад назрел вопрос в оказании помощи в уборке снега. Фонд выделил, получается, 502 тысячи. Было охвачено
44 подворья и вывезли снега 1320 кубометров снега было вывезено. Было заключено 5 договоров, активно участвовали управы, соответственно, они и руководили. Если бы каждому выделяли денег, то денег, конечно, бы пошло бы гораздо больше, чем заключить договор и вывести снег. Может быть, я думаю, что снега они вывезли больше, гораздо, потому что вот по договорам прошла столько-то. Ну вот как-то вот так. Также хочу отметить вот 23 февраля, да, хороший наш праздник. И глава города встречался с участниками, ребята, которые приехали с спецоперации, и тоже с фонда мы выделяли небольшие подарки. 8 марта – это, получается, жены, матери, семьи. Хочу сказать, что было выделено тоже, не буду называть сколько денежных средств, это мы охватили больше 1400 семей. То есть получили они, как вот небольшие там торты, такие вот сладкие конфеты, как говорится, внимание. А вот могут ли участники специальной военной операции и их близкие, вот родные, проживающие в Якутске, рассчитывать на помощь в лечении, реабилитации, да, приобретении лекарственных средств, медицинских препаратов, каких-то расходных материалов и средств фонда? Начну. Самое главное, очень, как говорится, немало мы покупаем лекарств ребятам, которые находятся там. А здесь существует по реабилитации очень много программ, но мы, я не хочу сказать, мы помогаем, но, соответственно, у нас возможностей таких больших нету, но были такие случаи, мы помогали, выделяли денежные средства на реабилитацию или на покупку медикаментов. Такое было. Ну и на какую помощь сейчас нацелен фонд в настоящее время и, может быть, в будущем, в ближайшем? Сейчас я говорю, тут получается удобно, да, и знаю, что существуют такие же фонды и в Нерюгре, и в Алдане, и во всех наших улусах, районах. И, получается, как бы уже традиционно все хотят технику, чтобы она доехала, чтобы она была полная, упакована, что дошла до наших ребят, потому что это же транспортная схема выгодна. Загрузил машину, отдал автомобиль, то есть получается сейчас немножечко идет у нас накопление. Накопление, я думаю, наши активные горожане, хочу тоже сказать активным горожанам большое спасибо. Вот активные горожане, участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла, труда, они понемножку, собрали мы уже почти 1,5 миллиона активные горожане. Также руководители предприятий города, около миллиона. И, так говорится, с нитки по миру и собираем. Действительно, как бы фонд, необходимость фонда вы сами видите и стараемся помочь, потому что тоже вот, когда не получается, нету финансов и немножко чувствуешь себя неудобно, как бы виновата. Но наша задача сейчас наполнить и, соответственно, адресно помочь. И я знаю, что много идет, таких вот небольших благодарностей. Ребята, которые, я являюсь еще членом общественной палаты города, вот обратились к нам, вот приехал, ему, например, сегодня обратился и через 2 дня уезжать, и, соответственно, общественная палата, мы скинулись и, соответственно, как бы решаем. То есть, и хочу всех наших ребят, чтобы все вернулись домой, и, соответственно, большое спасибо, что вы меня пригласили. Николай Александрович, надеюсь, услышав наш разговор, наши телезрители откликнутся и, конечно же, смогут помочь фонду, отправить какие-то средства. Большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших успехов в этой большой и доброй работе. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.